Национальными ритмами встречают сегодня на 903-м избирательном участке. Этот УИК открыл свои двери для избирателей в городском доме культуры Молдовы города Сунжи. Всего на этом участке в списках 2473 избирателя, которые должны сделать свой выбор. Серьезное мероприятие, от которого зависит все-таки многое, что делается в нашем районе, в наших районах, в наших сельских поселениях, развитие наших сельских поселений. Избранные депутаты, я думаю, будут представлять эту власть в полной мере, справедливо и ответственно. Для проведения голосования задействовано 11 человек. Также за ходом работ следят общественные наблюдатели. Их задача сделать выборы максимально честными и открытыми. Наша функция – наблюдать, то есть смотреть, не происходит ли никаких-либо происшествий, ситуаций таких, которые не должны быть, так сказать, подброс и так далее. Пока на данный момент ничего такого не происходило, все спокойно, тихо проходит, все по закону, все нормально. Город Сунжа, ранее станица Орджоникидзевская, родовое селение главы Ингушетии. Махмуд Али Калиматов также в списке тех, кто делает выбор на ближайшие 4 года. Прежде чем проголосовать, руководитель региона общается с невестой, чей кортеж сегодня проезжает через этот участок. Проголосовав, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов общается с журналистами. Махмуд Али Макшевич, расскажите, как вам сегодняшний праздник, с каким настроением вы сегодня проголосовали? Это в действительности праздник, но и большая ответственность, серьезное мероприятие. Выборы, представительные органы местных органов, ГОИ, РАИ у нас проходят они по всей республике. И для нас это очень важно. В каждом районе, в городе, сельском поселении сегодня идут голосование представительных органов власти, муниципальных. И это сегодня каждый из нас должен понимать. Это наша сплоченность, это нам спокойно идти дальше. Дальше развиваться, дальше претворять в жизнь те задачи, решать их, которые стоят перед нашими городом, селом, районом. И это будут делать, утверждать на своих заседаниях депутаты горрайсоветов и сельских населенных пунктов представители. Вы знаете, у меня здесь с 1959 года моя семья, дед, отец, мы проживали здесь. И я не случайно здесь оказался. Я обязан, как руководитель республики, проголосовать. Мы должны сегодня, как неотъемлемая часть нашей России большой, проголосовать и дать сигнал всем, что поддержка нашего президента, нашего правительства, в целом мы должны показать ответственность. Я думаю, ответственный человек, житель республики нашей, должен сегодня пойти, проголосовать и знать, что ту дорогу, которую мы вот 4 года уже ведем, реанимируем предприятия, стараемся поднять сельское хозяйство, строительство и другие социальные объекты. Мы это делаем для жителей. Мы стараемся делать. И вы знаете, вот, некоторые объекты серьезные, которые у нас вот сегодня Михаил Сафарбекович Гуцериев, благотворительный фонд «Сафмар», он тоже вот принимает большое участие, вкладывает в нашу республику как благотворительный фонд. И знаете, я хочу, чтобы на его примере каждый житель, который независимо, где он живет, он понимал, что маленькая родина, она у нас вот здесь, понимаете? Это не важно, где ты живешь, на Дальнем Востоке, в Китае ты живешь или где ты живешь. Но говорить и делать – это разные вещи. Быть и казаться – это разные вещи. Сегодня я хочу, чтобы мы были честны с самим собой. Я не собираюсь кому-то доказывать, но каждый должен спросить себя, что я сегодня сделал для родной республики, для в целом нашей России. Потому что если будет сильна, успешна в целом наша Родина, Россия, я вам даю слово, и у нас будет все стабильно и продвижение вперед.
На каждом избирательном участке есть медпункты. На некоторых УИКах также работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт, где можно измерить давление, сделать кардиограмму, узнать уровень сахара в крови. В общем, пройти диспансеризацию и иммунизацию. С 8 утра свои двери открыл и избирательный участок номер 207. Его развернули на базе первой школы Карабулака. Всего отдать голос за одну из 4 политических партий на этом УИКе должны свыше 1300 человек. Явка хорошая. Дело в том, что сегодня воскресенье, свадебный день, поэтому с утра лучше приходят избиратели и ближе где-то после полудня. Поэтому, что касается подготовки и процесса проведения на сегодняшний день выборов, то, надо сказать, пошаговая была подготовка. Также все как должно быть и в плане безопасности, и в плане того, чтобы и наши избиратели, 1334 избирателя, пришли к нам в 100% составе. В соседнем избирательном участке, который расположился в школе-гимназии Карабулака, побывал и глава Ингушетии. Махмут Али Калиматов сыграл в шахматы с юным гроссмейстером. Вот. Так, что у меня еще есть? Да ничего. Сдаюсь. Многие голосующие уже до прихода определились с выбором. Для тех, кто еще сомневается, подготовлен стенд, по которому можно ознакомиться с кандидатами и политическими партиями, которые они представляют. Большинство избирателей волнует не столько, кто выиграет, сколько что изменит их деятельность на посту в дальнейшем. Ждут ли родной город преобразования? Хотелось бы видеть этот город благоустроенным, удобным для жизни людей, чтобы я себя чувствовала здесь уютно, и мои дети, мои внуки. Надеюсь, что депутаты смогут реализовать наши надежды. Я думаю, вновь избранные депутаты сделают все, чтобы произошли в нашем городе изменения в лучшую сторону, устранили какие-то, может, недоделки прежних депутатов. Я думаю, на это же надеются и все остальные граждане нашей республики. Весьма необычное свое отношение к выборам и депутатам высказывает житель селения Троицкое Хасан Балаев. Поэт написал по этому поводу стихотворение. А вот этот избиратель недавно переехал в Ингушетию из Карелии. Мужчина сегодня впервые за 30 лет голосует на своей родине. Конечно, надо пойти на выборы. Вот я пришел, мое сердце меня заставило пойти. Я пришел, выбрал достойного. Надо выбирать. У нас будущее есть. Потому что нужно строить дороги, освещение надо. У нас с водой проблемы, много проблем. Эти депутаты должны работать. Каждый депутат на своем избирательном округе должен работать. Поэтому я пришел сюда. И всех родственников я призывал, друзей здесь. Я приехал, только живу вот. Всем говорил, надо идти на выборы, выбирать достойного, чтобы кто мог заниматься, кто мог работать достойно. Местного жителя надо выбирать. К этому 801-му участку прикреплены 2329 человек. Всего в сельском поселении около 8000 избирателей. В их числе 4 вдовы ветерана Великой Отечественной войны, 15 тружеников тыла, 25 человек с ограниченными возможностями здоровья и 235 пожилых. К тем, кто не в состоянии прийти на участок, выезжали специальные группы с мобильными урнами. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев. Новости 24.